Великобритания – пятая экономика в мире. Она одна из лидеров европейской торговли и крупный финансовый центр. Сектор услуг формирует 75% ВВП Англии. В этой стране особо развита добыча нефти и полезных ископаемых. Добыча каменного угля здесь ведется уже 3 столетия. Богатый опыт Англии будет перенимать наш Кыргызстан. Для этого между странами был подписан соответствующий документ. Министерством природным ресурсом в лице Кыргызской геологической службы было подписано с компанией и с представителем английским хозяином этой компании Чарадзабом, Чарадзаб Лимитед, с господином Маккензи о дальнейшем инвестиционном сотрудничестве, что привлечет за собой инвестиции в нашу страну и даст такой стабильность, и это сигнал для всех международных инвесторов, что в нашей стране инвестиционный климат благоприятный. Ранее Европейской комиссией было принято 34 вида критических минералов. Это полезные ископаемые, которые жизненно важны для мировой экономики. 17 видов таких минералов имеются в Кыргызстане. Это говорит о большом потенциале нашей страны в сотрудничестве с Англией в области геологии. 17 которых являются общераспространенными. Эти 17 минералов, они полностью присутствуют в нашей стране. А 10 из них присутствуют в большом количестве. Поэтому потенциал в этом направлении у нас есть, и мы в этом направлении уже на уровне, скажем, Кабинета министров и президента эту работу уже начали. В геологическом отношении нам никогда не стыдно, мы даже с гордостью представляем нашу службу. Такие соглашения были достигнуты в рамках рабочего визита главы Кабмина Акылбека Джапарова. В части экологии также было достигнуто соглашение о проведении форума Майнекс в городе Бишкек в следующем году. Планируется, что на его площадке Кыргызстан презентует не только для Англии, но и практически всего мира свои и экономические, и экологические возможности. Это будет большой и прекрасной рекламой Кыргызстана для мирового сообщества, потому что Майнекс – это крупное мероприятие. На его площадке соберутся большие компании, предприятия Англии. Приехав в нашу страну, они своими глазами увидят геологические возможности Кыргызстана, подробно ознакомятся с ними. Более того, они посмотрят созданные условия для инвесторов. В целом, без посредников, без бюрократии, смогут увидеть здесь все как есть. Алымкул Оразалиев положительно оценивает, так сказать, партнерские мосты с Англией. По его словам, благодаря соглашениям в области геологии мы можем вести совместные геолого-разведочные работы и определять перспективные площади добычи. Бұл Кыргызстандагы өтүш боюнча ошондой конференциялардын бул биринчиден реклама. Наша страна богата на редкие минералы и в целом на полезные ископаемые, однако их большая часть не реализуется. Мы не получаем от них никакой выгоды, поэтому мы должны начать использовать их в пользу государства. Здесь нет необходимости бояться и переживать за окружающую среду. Есть современные технологии и методы, которые не вредят экологии. Наши специалисты должны изучить опыт развитых государств. О положительной тенденции сотрудничества между двумя странами заявил и зампред Кабмина Эдиль Байсалов. По его словам, интерес Англии к Кыргызстану возрос за последние 3 года. До этого официальный Лондон практически не рассматривал вопросы инвестирования в нашу страну. Я возьму для примера ту же поездку премьер-министра, нашего председателя Кабинета министров, уважаемого Акылбека Кусебековича, в Лондон. Еще 3 года назад о том, что руководителя правительства Кыргызстана будут принимать в Лондоне, и перед ним будут распахнуты двери самых ведущих финансовых институтов, лондонской биржи, ценных бумаг, биржи, значит, драгоценных металлов. С ним будут разговаривать там Банк Англии и все там 3 топ-банка этого мира. Это об этом просто я в качестве посла не мог мечтать.
Отметим, что на прошлой неделе Акылбек Джапаров совершил рабочий визит в Англию. Глава Кабмина принял участие в первом заседании Кыргызско-британского делового совета. Кроме того, он провел ряд встреч с официальными лицами Великобритании и компаниями для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в горнодобывающей, энергетической, инвестиционной, экономической и финансово-торговой сферах. Ахмир Нурдинова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.